Медаль Суворова за личное мужество и отвагу, медаль за боевые заслуги, за спасение 3 сослуживцев. Эти истории из первых уст с интересом слушают ученики старших классов Высокогорской школы. На встрече с Артемом ребята поняли, почему сейчас так важно помогать нашим бойцам. Появилось желание помогать и знать то, что ты чем-то можешь помочь в этой ситуации. Деятельность довольно привлекает меня, да, нравится. Как будет свободное время, намереваюсь пойти помочь. А еще банки нужны? Ну, если есть, можно, конечно, принести. Это дом культуры в родном селе Артема Дубьязы. Неравнодушные жители плетут маскировочные сети, шьют одеяла, изготавливают окопные свечи. Ежедневно им помогает Артем. По возвращении домой начал заниматься волонтерством. Недавно организовал праздник для ребят из местного детского дома. Все еще держим связь с этим детским домом, постоянно ездим, продукты отвозим, просто узнаем, как у них дела. На Новый год вот ездили в декабре, в январе. Праздником небольшой устроили. Гуманитарный штаб в Дубьязах появился в апреле. Его организовала мама Артема. После того, как сын отправился в зону СВО, она поняла, бойцам важно знать, что их ждут дома и готовы им помочь. У нас вот очень широко это в районе сейчас практикуется. Гуманитарная помощь оказывается нашим ребятишкам. Мы в этой ситуации были. Кто шьет, кто кроит. Тягаем одеяло. Сейчас Артем учится на строителя и продолжает заниматься волонтерством. Есть еще планы, это такие завышенные планы. Это открыть благотворительный фонд в честь моего сослуживца. Он был с разведки, ему 20 лет. Он, к сожалению, не приехал домой. В трудные минуты в бою всегда вспоминал о родном доме, признается Артем. Он уверен, семья и родина – главные ценности. Важно оберегать их, где бы ты ни находился. Алена Струминская, Лейсан Саитова, ТНВ, Высокогорский район.